Правильно выстроенная система общего и дополнительного обучения, военно-патриотическое воспитание и культурное развитие являются основой для становления воспитанников кадетских корпусов в качестве достойных представителей будущей России. Проект развития системы кадетского образования «Кадетство». В рамках реализации проекта сформированы 4 кадетских корпуса. Башкирский кадетский корпус имени Героя России Александра Достовалова. Татарстанский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Ганиса Фиулина. Удмуртский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Валентина Старикова. И Пермский кадетский корпус имени Героя России Федора Кузьмина. Цель проекта – воспитание всесторонне развитых граждан России, имеющих конкурентные преимущества во всех сферах профессиональной самореализации, а также подготовка высокообразованных, профессиональных, патриотичных кадров для вооруженных сил, органов правопорядка и МЧС России. На данный момент обучение в кадетских корпусах проходит 1100 воспитанников. В ближайшей перспективе их количество вырастет до 1350 человек. Подписано трехстороннее соглашение по развитию башкирского, татарстанского и удмуртского кадетских корпусов между полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, министром обороны Российской Федерации и руководителями соответствующих субъектов Федерации. По развитию Пермского кадетского корпуса между полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, министром внутренних дел Российской Федерации и губернатором Пермского края. Во всех окружных кадетских корпусах вручены знамена. Реализуется комплекс мероприятий по повышению квалификации педагогического состава, обеспечивается доведение заработной платы работников до размера на 20% превышающего среднеотраслевой по региону. Осуществляется профориентационная подготовка воспитанников путем закрепления шефских вузов военного и правоохранительного профиля, воинских частей. Организуется познавательная экскурсионная программа. В целях повышения доступности кадетского образования принято решение о наборе в каждый кадетский корпус 20% воспитанников из других регионов ПФО. Давайте рассмотрим каждый кадетский корпус подробнее. Башкирский кадетский корпус, город Ишимбай. Профиль обучения – подготовка по профилю воздушно-десантные войска Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России. Количество воспитанников – 320 человек. Шефы – Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова, Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России, город Екатеринбург, 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации, город Ульяновск. В настоящее время на территории корпуса производится развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы, в том числе за счет средств Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. В сентябре 2014 года началось строительство ФОКа, в состав которого входят бассейн, 5 дорожек по 25 метров, игровой, гимнастический, борцовский залы и необходимые вспомогательные помещения. Завершение строительства планируется в августе 2015 года. С декабря текущего года будет начато строительство спального корпуса на 320 мест. Завершение строительства – август 2015 года. В 2015 году планируется строительство многоцелевого спортивного комплекса «Манежа», в составе которого предусмотрены волейбольная и баскетбольная площадки, борцовские и гимнастические залы, 3 легкоатлетические дорожки, теннисный корт, скалодром. Также в 2015 году планируется комплексная реконструкция существующих зданий кадетского корпуса и строительство воздушно-десантного городка. Закуплены 5 полностью укомплектованных предметных кабинетов, компьютерная техника, мультимедийные проекторы и интерактивные доски, оборудование для локальной вычислительной сети и комплекты электронных учебников, мебель и оборудование для комнат отдыха, спортивный инвентарь. Татарстанский кадетский корпус, город Нижнекамск. Профиль обучения общевойсковой. Количество воспитанников – 252 человека. Шефы – Казанское высшее военное командное училище, военный институт, 15-я отдельная мотострелковая бригада, Самарская область. Осуществляется развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы, в том числе за счет средств фонда. К 1 сентября текущего года были отремонтированы учебные и спальные корпуса, плац, установлена полоса препятствий, проведено благоустройство территории. В 2015 году будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс, в который войдут бассейн, 4 дорожки по 25 метров, универсальный спортивный зал и необходимые вспомогательные помещения.
Приобретены учебно-методическое оборудование кабинетов, физики, информатики, ОБЖ и НВП, спортивное оборудование для секций и кружков, бокса, рукопашного боя, дзюдо и самбо, спортивного туризма и ориентирования, скалолазания, атлетической гимнастики и шахмат. Оборудование для военно-полевых сборов, палатки, маскировочные сети и костюмы, классы автоподготовки, 2 автотренажера, система электронного тестирования и другое. Оборудование для внеучебной работы, кружки «Стрелок», робототехника, фотолаборатория, музыкальные инструменты для духового оркестра. Удмуртский кадетский корпус, город Воткинск. Профиль обучения – подготовка по профилю ВМФ России и МЧС России. Количество воспитанников – 233 человека. Шефы – Санкт-Петербургский военно-морской институт, 9-я Истринская отдельная мотострелковая бригада, город Нижний Новгород. В 2015 году планируется сдать в эксплуатацию следующие объекты. Новый спальный корпус на 300 мест, 25-метровый плавательный бассейн на 4 дорожки, провести реконструкцию учебного корпуса, построить многоцелевой спортивный комплекс, манеж, в составе которого волейбольная и баскетбольные площадки, борцовские и гимнастические залы, 3 легкоатлетические дорожки, теннисный корт, скалодром. В 2015 году также планируется построить плоскостные сооружения. Строительство всех объектов будет завершено к новому учебному году. Приобретены 5 классных кабинетов, полностью укомплектованных техническими средствами, лингофонный кабинет, мультимедийные курсы по основным предметам, спортивное оборудование, оборудование для внеучебной работы, кабинет судомоделирования, оборудование для занятий НВП и морским делом и другие, компьютерное оборудование, интерактивные доски, мебель для спальных помещений. Пермский кадетский корпус, Усть-Качка. Профиль обучения – подготовка по профилю МВД России и внутренних войск МВД России. Количество воспитанников – 324 человека. Шефы – Пермский военный институт внутренних войск МВД России, город Пермь. Богородская бригада специального назначения внутренних войск МВД России, Нижегородская область. Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы, в том числе за счет средств фонда. В ноябре текущего года начато строительство спортивного ядра, включающего ФОК с универсальным спортивным залом и бассейном на 6 дорожек по 25 метров, стадион с 4 беговыми дорожками и волейбольной площадкой. Окончание строительства – август 2015 года. В декабре текущего года началось строительство спального корпуса на 456 мест. Окончание строительства – декабрь 2015 года. В 2015 году запланирована реконструкция культурно-делового центра корпуса, который будет включать административные помещения, концертный зал на 523 места, столовую и телевизионную студию. Окончание реконструкции – август 2015 года. Закуплено оборудование. Учебно-методическое оборудование для 10 кабинетов, 3 полнофункциональных лабораторных комплекса, комплекты программно-методического обеспечения по 7 предметам, оборудование для учебно-научной работы, модальная система экспериментов ProLog, 14 электронных микроскопов, спортивное оборудование, автобус. Пермский кадетский корпус – организатор одного из самых значимых и крупномасштабных сборов «Кадет России» межрегионального слета юных патриотов, в рамках которого ежегодно представители более 40 регионов России и ближнего зарубежья соревнуются и получают военные навыки, участвуют в конкурсах и спортивных мероприятиях, а также в уникальном зимнем 5-дневном походе. Одним из итогов проводимой работы является выбор выпускниками корпусов дальнейшего жизненного пути. Свыше 90% среди выпускников текущего года поступили в высшие учебные заведения, в том числе около половины в вузы военной и правоохранительной направленности. Можно смело сказать, что окружные кадетские корпуса выходят на уровень самых современных и эффективных образовательных учреждений, которые смогут подготовить для страны не только мотивированных, умных и всесторонне развитых граждан, но и настоящих патриотов нашей Родины.